Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжаня совершил инспекционную поездку в Гудаутский район, где провел совещание с активом. На павильоне станции Псырсха 4-й месяц идут ремонтно-реставрационные работы. Глава государства проверил ход работ по укладке новой водопроводной линии в селе Мгудзурху и побывал в пансионате «Черноморец», где идут восстановительные работы. Затем президент провел расширенное совещание с активом района. В работе актива приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, депутаты, общественность. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. В начале рабочей поездки Аслан Бжаня осмотрел ход строительных работ водопроводной магистрали в селе Мгудзурху. Начальник УКС Тимур Агарба рассказал, что в рамках инвестпрограммы проложено около 23 километров труб разного диаметра. Построен резервуар в 500 кубических метров. Идут работы, идем с опережением графиков. Где-то за 5 месяцев до контрактных сроков мы завершим мероприятие. То есть через 1,5 месяца здесь все мероприятия будут завершены. И по итогу реализации данного мероприятия воду получит более 300 домовладений. Здесь 340 домовладений в Мгудзурху, но прибрежная часть еще с советских времен водоснабжением была обеспечена. Остальная часть, здесь никогда воды не было. Вот эти мероприятия позволят обеспечить около 300 домовладений чистой питьевой водой. Также работы ведутся и в Звандрипше. Около 30 километров водопроводных труб по итогу проложено. Все село будет обеспечено водой. Тоже завершение в этом году. В принципе. А эти трубы откуда? Эти трубы с Гудаутского трубного завода. Водоснабжение наладит также в селах Абгархуки и Кланархуа. 18-километровая магистраль водозабора идет из села Хыпста. Далее глава государства осмотрел ход восстановительных работ в пансионате «Черноморец». Ремонтные работы планируется завершить к началу следующего сезона. Пансионат рассчитан на 200 номеров, порядка 300 койко-мест. На территории будет ресторан, бассейн и выход на городскую набережную. Объект достаточно тяжелый. Восстанавливаем всю инфраструктуру, которая здесь есть. Номерной фонд планируется около 200 номеров на объекте. Рабочие места, соответственно, будут также предоставлены. Я думаю, в сезон будет порядка 120 человек. По уровню зарплаты средней тоже порядка 25 тысяч будет она постоянная у нас здесь. Налоговые отчисления все будут в Гудаутский район. Затем Аслан Бжаня провел расширенное совещание с активом района. В первом полугодии в бюджет страны поступил почти 141 миллион рублей налоговых платежей при плане 111 миллионов 885 тысяч. Выполнение составило 126%. В этом году снизилась посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры. Невыполненным остается налог на прибыль. На невыполнение данного вида налога повлияли такие организации, бюджетообразующие, можно сказать, в Гудаутском районе, как Рицинский реликтовый национальный парк и комплекс Новоафонской пещеры. Хотел бы отметить, что эти две организации зашли на 2023 год с переплатой в 2 миллиона рублей по налогу на прибыль. Согласно предоставленного отчета за полугодие этого года, мы видим отставание по посещаемости Рицинского реликтового парка. На 1.07 это составляет порядка 35 тысяч человек. К сожалению, на 11.07 мы видим еще отставание на 51 тысячу с аналогичным периодом прошлого года. По Новоафонской пещере идет отставание на 1.07 посещаемости 3200 человек. Если брать в целом, у нас налогооблагаемая прибыль по итогам полугодия этого года по Рицинскому реликтовому национальному парку уменьшена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 миллионов рублей. По Новоафонской пещере порядка 4 миллиона 200 тысяч рублей, что привело к тому, что начисление по данному виду налога у нас по итогам полугодия этого года уменьшено порядка на 4,5 миллионов рублей. Но несмотря на отставание по данному виду налога, у нас идет положительная динамика в отрасли курорт и туризм.
в целом. В Гудаутском районе 215 объектов курортного назначения. 24 из них – это юрлица. 191 – индивидуальные предприниматели. Всего в районе 8835 койко-мест. Количество рабочих мест в сфере туризма – 400. С начала года в объектах размещения района отдохнули 7243 человека. Начальник отдела экономики администрации Гудаутского района Руслан Навицба рассказал о местных инвестициях. Инвестициям. У нас фирма с апреля месяца текущего года стоит на учете ООНАР 2018, который включает в себя два объекта курортной сферы. Это база отдыха Апсна и Гранд Отель Россия с номерным фондом 497 и, соответственно, 1052 койко-мест. Количество работников по двум объектам составляет 100 человек. По гостинице Апсна объем инвестиций составил 153 миллиона рублей. Гранд Отель Россия объем инвестиций составил 325 миллионов рублей. Ведется работа по восстановлению гостиницы «Волга». Запланировано капитальных вложений в размере 221 миллион рублей. Срок проекта 2 года. ООО «Чернореченское рыбное хозяйство». Проектно-сметная документация на стадии завершения. Количество персонала ожидается 25 человек со среднемесячной заработной платой 20 тысяч рублей. В июле и августе текущего года планируется начать капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей от республиканской трассы до объекта. Ведется строительство торгового объекта в селе Приморское, который планирует ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Объем инвестиций уже составил 22 миллиона 300 тысяч рублей. В прошлом году в районе появилось 11 различных объектов, а за первое полугодие текущего года – 9. За 6 месяцев в Гудаутском районе за потребленную электроэнергию начислено 204 миллиона 138 тысяч рублей. Из них оплачено 17%. Задолженность составляет более 169 миллионов рублей. Соответственно, задолженность составляет 14 миллионов 997 тысяч рублей. Что касается населения, начислено 169 миллионов 847 тысяч рублей. Из них оплачено физлицами 15 миллионов 407 тысяч рублей. Процент оплаты составляет 9,1%. Соответственно, задолженность составляет 154 миллиона 439 тысяч рублей. В общем, за эти полгода потребление Гудаутского района составило 176 миллионов 445 тысяч 567 киловатт-часов. За отчетный период в районе зарегистрировано 42 преступления, 39 из них раскрыты. В суд направлено 35 уголовных дел, осужден 31 человек. Сотрудниками УГИ УВД по Гудаутскому району выявлено и составлено 3305 протоколов за нарушение правил дорожного движения. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 331. Правом управления автотранспортным средством были лишены 116 человек. Сумма взысканных штрафов составила 3 миллиона 733 тысячи 650 рублей. К сожалению, приходится отметить, на территории Гудаутского района в течение полугодия 2023 года произошло 21 ДТП, в результате чего погибли 13 человек. За аналогичный период прошлого года у нас 15 ДТП, погибло 5 человек и пострадали 15. Глава администрации Гудаутского района Баграт Бочгуа рассказал, что в местный бюджет за первое полугодие поступило 227 миллионов 737 тысяч рублей. План выполнен на 109%. В первом полугодии 2023 года продолжаются работы, начаты еще в конце 2022 года. Это благоустройство памятника 92-93, это тротуарная зона по проспекту Героя. Стоимость работы 4,5 миллиона рублей. Благоустройство парка имени Ленина, стоимость работы 7 миллионов, но работы продолжаются. Мы в ближайшее время ожидаем, что нам придет освещение, будет установка, освещен будет весь парк. Расчистка автодороги Псов-Сухум в районе села Приморский, работы ведутся. Стоимость работы 3 миллиона 800 тысяч рублей.
Также идут ремонтные работы в Гудаутской школе номер 5. Ремонт водопровода в селе Кланарха. Завершена укладка асфальта на улице Лакербая. Укладывается тротуар по улице Тарнава. По окончании совещания Аслан Бжани ответил на вопросы участников актива, касающихся актуальных для страны тем. Почему нет сегодня понимания в народе, что ему лучше, а что ему хуже? Почему мы не можем своему народу донести? Харахазарак экономика я дхало харехазбаро. Сара ра инсавиоз рушбей тачевич инсавиоз сайт адгила чай шааз ататен шакааз игерта культура кошааз хасзазу бриоб адгил штехн джиге гарасбит зам адгил схамо хнуqна гарцзхуноб абсумлат адгил зырхчез рыдгил зырхчо бризхуноб рхшара аларазарц абри апартамент хазласавио ари экономика азнейши усу а политика проблема ваз яцу мачуб дара яхдрует яхаб шартера цурна гаравета демография гана хала яшум кахазнеир нас шуку срхета зарава абри техногенная абри абсабара ишпа анпшуя ари бзин возпоцер и туцар уиза шартера каадзам а туловый радвги аудзом а демография тогда значит у нас не так чапсах цом избангзер а туловый рауини маулак а обже аудзом атера а политика их залрохзом а экономика ганах мацароп усахива нас ирус яхдру усуб а советом шахишта ва аван рыбсыр шон рыдкала шахдрует харахдины харахтаски якунаго вы харахтахзами ахсарц хмелат езарц мап хариза ахсобрёб хмелат чарц хармчка غوازروب амазура армичра я вагла на усва урдки غوازروب حبحشن زروب وي تخوب يخبي غانا خلا يجسو ابجر اجبحنو يجسو وي وس يتخوب يخ технологии وس يقوب ورستولا دودزا وي غانا خلا يبزين ايكشو اي بشرجه خ проблема моб избаногузер يچغلو грацхета украинец масара югзем има цара югцем ари харахамага азара хахмезбец вы говорите айдглас ему вы ему иртот разведка иртот точный координат исхравит вы бхир харахкос хамахмелат айкур харами хара айбишра хайайроб халам гадзаква. Рабочие поездки президента в районы республики будут продолжены. Угу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о поездке главы государства в Гудаутский район смотрите в нашей сегодняшней программе. Реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны, установленного на перевале Пыв, завершена. Аслан Бжани принял почетного консула Абхазии в Приволжском федеральном округе России Владимира Литвинчука, который рассказал о проведенных работах. Реконструкция памятника производилась в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. Торжественное открытие восстановленного памятника планируется провести 24 августа. Павильон станции Псырцх обретает новую жизнь. Здесь 4-й месяц идут ремонтно-реставрационные работы. Инициаторы – предприниматели Илана Джопуа и Лаша Ларткомия. Взяли станцию в аренду у АЖД и с энтузиазмом приступили к делу. Их объединила одна идея. Какая? Об этом и не только в репортаже Асиды Малия. Платформа Псырцха – визитная карточка нового Афона. Построенная в 1944 году, платформа изначально называлась «Дача». Затем ее переименовали в Агараки, а в 1967 году она стала именоваться Псырцха. Архитектура павильона отличается хорошей прорисовкой и удачными формами, которые органично вписываются в окружающую среду. И главная задача при реставрации этого объекта – не растерять приобретенный с годами шарм. Солнечные лучи, просачиваясь сквозь колонны, особенно в вечернее и утреннее время, создают здесь волшебную атмосферу, которая без того окутывает все вокруг. Незамысловатые узоры на белястрах и лепнина на потолке вкупе с цветами и оттенками придают тот самый особый шарм, присущий объекту исторического статуса. Но дело в том, что павильон долгие годы оставался без ухода. Крыша стала протекать, выбитые в ходе боевых действий стекла никто не восстановил, а на колоннах и
и стенах посетители, оставляя надписи, довели здание до неприглядного состояния. Одним словом, любимое и туристами, и местными живописное местечко вроде бы принадлежало всем и одновременно никому, оставаясь беспризорным. Иглана Джопуа и Лаша Ларткоми окутали это место своей любовью и заботой. 4-й месяц идут ремонтно-реставрационные работы. Они обычные предприниматели. В особенностях архитектуры и реставрации не сильны, но в своей цели и задачах едины и убеждены, что старину сохранять необходимо. Мы вся та группа людей, которая видит эту красоту, и нас интересует больше всего это вечность. Деньги деньгами, их можно всегда заработать, их можно потерять, это не важно. Тут это все делается не ради денег, а просто это удовольствие. Удовольствие иметь возможность прикоснуться к этому. И это такое трепетное отношение, и для этого, честно говоря, ничего не жалко. Это не нам принадлежит, это мы тут временно, это принадлежит поколению, это принадлежит детям. То есть до нас оно же стояло с 1947 года. Вы представляете, этот архитектор с каким трепетом это делал. Сколько людей здесь прошло, сколько жизней, сколько влюбленных здесь было, сколько людей, которые обсуждали свои проблемы, и оно еще должно стоять. Оно должно служить. Озадачена команда специалистов разных профилей, ведь работы много. Несмотря на то, что на данном этапе выполнено не более 20% работ, уже потрачено до 10 миллионов рублей. И почти 5 из них ушли на оплату труда реставратора. Скрупулезно и ответственно Илана и Лаша идут к своей цели – вернуть павильону, да и все станции, былую красоту. Декоративные элементы за эти годы потеряли свой первозданный вид. Вазоны, украшающие перила, тоже реставрируют. Новые элементы будут сделаны из армированного цемента. Внутри павильона особых преобразований не планируют. Поскольку в Абхазии нет плана этого объекта, сказать точно, как было организовано пространство внутри, сложно. Потому к работе привлечены архитекторы и дизайнеры. В ближайшее время они представят проект. Вот эти элементы мы это просто отгрунтовали, так оставили. Пока реставрационные вопросы мы не решим, пока они все это не сделают, это все будет так. А потом уже, когда все мы закончим, все сделаем, то уже будем красить вот эти элементы в черный цвет. Ну, как было. А вот это цвет графит. Вот потолок в таком стиле, наверное, мы так и пока и оставим. Покрасить всегда можно будет, а вот вернуть в такое уже потом трудно будет. Пока мы посмотрим, вот так оставим. Вообще местное население хотим, чтобы сами создавали, берегли. Создать прецедент, пожалуй, одна из главных задач молодых людей. В своей идее они не одиноки. Им помогают родственники и друзья. Важно дать понять обществу, что нужно самим заботиться об объектах историко-культурного наследия. А к работе активно подключаются местные специалисты. А на днях они ожидают приезда специалистов из Санкт-Петербургской школы реставрации. Если хотя бы малейший ремонт, это памятник теряет свою значимость как объект культурного наследия. То есть даже вот эти картинки, которые вот здесь вот есть, вы видите, мы их сняли, мы их обратно возвращаем. Потому что тут, если мы его не вернем, это будет новодел. Мы восстановили крышу, мы не сделали ремонт, там нету новодела. Перрон, перила, колонны и стены очистили пескоструем. Элементы фасада, выполненные из чугуна, также очистили от многолетней пыли и покрыли грунтовкой. Привели в порядок и территорию нижней зоны, очистили от зарослей и снесли незаконную пристройку, относясь к каждой детали бережно и кропотливо восстанавливая то, что было создано 79 лет назад. Непременно люди, инициировавшие подобное, оставляют свой след в истории. А увидеть, что получится из инициативы Иланы Джопуа и Лаши Ларткоми, по предварительным расчетам, мы сможем уже в конце этого года. Асида Малия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Гражданин Абхазии Дамир Халваш задержан по подозрению в хищении чужого имущества. Преступление имело место в одном из отелей Гагры. Халваш задержан, возбуждено уголовное дело. Все детали в оперативной съемке МВД.
Хищение чужого имущества, имевшее место в одном из отелей города Гагра, раскрыто сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении данного преступления Халваш Дамир Одикович, 1991 года рождения. Последний на момент задержания следовал пассажиром в автомобиле, в салоне которого были обнаружены ранее похищенные вещи. Ноутбук и кожаный портфель, гаджеты личного пользования, электронная книга, планшеты, сотовые телефоны в количестве 3 штук сотрудников милиции изъяты, впоследствии опознаны владельцем. По факту кражи в отношении гражданина Халваш следственным отделом УВД по Гагрскому району по части 4 статьи 155 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – арест. Мужчина пытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Он обмотал их скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса машины. Разрешительных документов у водителя не было. Он сообщил, что перевозил редких особей для себя. Ему назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Экспертиза установила, что это годовалые ястребы, тетеревятники, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС. Птиц конфисковали и отправили в один из санаториев в Сочи, пока решается вопрос о размещении их в зоопарке. В среду 26 июля состоится очередное заседание сессии парламента. В повестке дня более 20 вопросов, несколько из которых касаются кадровых назначений. Депутаты планируют рассмотреть проект закона о ратификации межправительственного соглашения по возобновлению деятельности Сухумского аэропорта, а также внести изменения в законы о статистической деятельности, о международных договорах, о государственной пошлине, о туристской деятельности. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 26 июля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность. Утром возможен туман, преимущественно жаркая погода без осадков. Очень высокий уровень ультрафиолета. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33 градуса. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.